Раскол в верхах режима. Лидеры начали публично критиковать друг друга. У Ирана заберут не только уран. Трамп раскрыл подробности. Российские военные оказались в ловушке. Кто начал блокаду? Расскажем. Россия пылает от моря до моря. Украина расширила дроновые санкции до небывалых масштабов. К войне против Украины может присоединиться еще одна страна. Зеленский угрожает ее правителю. Инопланетяне или кто-то другой? Куда исчезают ученые, имевшие доступ к секретным данным? Об этих и других событиях к вечеру субботы, 18 апреля. Главные новости без пауз и лишних слов. В эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. В Иране снова опровергают Дональда Трампа. Официальный представитель МИДа Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не обсуждается. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное. Этот вопрос никогда не поднимался. Мы никогда не представляли его как вариант передачи обогащенного урана Исламской Республики Иран в Соединенные Штаты. Существуют различные варианты решения вопросов, связанных с нашей ядерной программой, но, как я уже сказал, передача обогащенного урана в Соединенные Штаты никогда не рассматривалась нами. В свою очередь, спикер парламента Ирана принялся опровергать другие утверждения хозяина Белого дома. В своем посте в соцсети X Мохаммад Багер Галибаф де-факто обвинил Трампа во лжи. Президент США за 1 час сделал 7 заявлений, и все 7 были ложными. Этой ложью они не выиграли войну и точно ничего не достигнут в переговорах. Если блокада будет продолжаться, Ормузский пролив не останется открытым. Но опровергая президента США, Галибаф, по сути, вступил в спор с другим высоким представителем режима, с министром иностранных дел, так как заявление Трампа об открытии Ормуза последовало после публикации соответствующего поста Аббаса Аракчи. Таким образом, у Вашингтона одно точно получилось – вызвать раскол режима. И к перепалке в верхах присоединились и пропагандистские ресурсы. Государственные СМИ Ирана набросились на главу дипломатического ведомства и обвинили Аббаса Аракчи в провале. Мол, его слова дали США повод представить ситуацию как собственный успех. Агентство требует объяснений и критикуют власть за путаницу. Совершенно очевидно, что переговоры о прекращении огня ведутся не только Министерством иностранных дел. Поэтому вполне естественно, что в этих обстоятельствах вся команда должна коллективно объяснять принятые решения. С подобной критикой на главу МИДа обрушились и другие агентства, Фарс и Тасним. Отсутствие единой позиции стало очевидным. В отчаянии Мехр Ньюс ссылается на заявление Аятоллы. Якобы верховный лидер считает, что пролив должен оставаться закрытым. Вот только Моджтабу Хаминеи никто давно не видел. И если он жив, и это действительно его слова, то значит министр иностранных дел Ирана практически игнорирует волю формального главы Исламской Республики. Тем временем Трамп продолжает настаивать, соглашение с Ираном может быть подписано буквально через день-два. По его словам, переговоры вышли на финальную стадию, а встреча делегаций пройдет уже в эти выходные. Блокада оказалась очень успешной, и столь же успешными были 5 недель до блокады. Я бы сказал, что это сочетание было довольно смертоносным. Это заявление Трамп сделал на борту президентского самолета, и тут же прозвучал вопрос одного из журналистов: что, если сделка все-таки не будет заключена до среды, когда истекает срок временного перемирия? Будет ли прекращение огня продлено? Не знаю, возможно, я не продлю его, но блокада продолжится. Итак, у вас есть блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы. Чуть раньше, выступая на митинге в Аризоне, Трамп порадовал публику, сказав, что Иран не только отдаст, цитирую, ядерную пыль, но и не получит назад свои замороженные активы. А речь может идти о десятках миллиардов долларов. Украинские дроны провели масштабный налет на целый ряд регионов страны-агрессора. В оккупированном Крыму беспилотники атаковали район мыса Манганаре в Севастополе. Пожар вспыхнул на нефтебазе между Казачьей и Камышовой бухтами.
Видишь, сейчас пойдет. Вот, пошел. Есть. Сообщают о нескольких очагах, в том числе в районе порта. Но местный гауляйтер Михаил Развожаев попытался успокоить. Дым, который видно в Гагаринском районе, это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА. Площадь пожара небольшая, пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Никаких запасов топлива там не было. В общем, потерь нет, а база отошла на более выгодные позиции. В Краснодарском крае под удар попала еще одна нефтебаза в Тихорецке. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. По данным регионального оперативного штаба, в тушении пожара участвовало 224 человека и 56 единиц техники. Судя по этим цифрам, масштаб последствий удара должен быть внушительным. Девки, меня все трясет. Он куда-то. Он, блядь, сейчас может в дом влететь на... В Самарской области беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Новокуйбышевске. Очевидцы говорили о 6-8 взрывах и густом черном дыме над предприятием. Речь идет о ключевом НПЗ Роснефти, ведомстве друга Путина Сечина, мощностью почти 9 миллионов тонн в год. Добрались БПЛА и до Балтики, где накануне губернатор Дрозденко фактически объявил мобилизацию резервистов в ряды ПВО. В районе Высоцка после атаки беспилотников вспыхнул пожар в порту. Дроновые санкции Украины действуют, а вот США свои опять ослабили. Американский Минфин выдал новую лицензию связанным с Россией юрлицам. Она разрешает продавать сырье, которое уже погружено на суда, на 17 апреля. Срок до 16 мая. Фактически это 30-дневное окно. Такое исключение Вашингтон уже давал раньше, чтобы уменьшить эффект войны с Ираном на мировые цены. Таким образом, Москва сможет зарабатывать на ситуации еще месяц и получить деньги на свою войну. Российские военные, несущие службу вдали от родины, оказались в западне. Молдова объявила персонами нон-грата 6 высокопоставленных офицеров из российского контингента в Приднестровье. В число нежелательных лиц вошли командующий группой войск Дмитрий Зеленков, 3 его заместителя, начальник штаба и руководитель полевого банка в Тирасполе. По данным Deutsche Welle, им запрещен въезд на территорию, подконтрольную Кишиневу. Если попытаются, сразу депортация и запрет на возвращение. Фактически командование российскими войсками остается запертым внутри Приднестровья. Выбраться через Украину тем более невозможно. Под ограничения попали не только офицеры, но и их семьи. Им урезают доступ к услугам. Кишинев объясняет жестко: российские войска незаконны и угрожают безопасности. Беларусь втягивают в войну, так считает Владимир Зеленский. После доклада Александра Сырского президент Украины написал, что по данным разведки у границы строят дороги и усиливают артиллерийские позиции. Параллельно Москва перегруппировывает войска из-за нехватки людей. Зеленский прямо обратился к Лукашенко и напомнил ему о судьбе его друга-диктатора. Поручил через соответствующие каналы предостеречь фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удерживать руководство Беларуси от ошибок. Лукашенко в последние месяцы лишился не только друга Мадуро, но и ряда других союзников. Башар аль-Асад вынужден был бежать из Дамаска в Москву, а Али Хаминеи погиб в Тегеране в результате ракетного удара. В общем, сценариев на будущее хватает, но правитель с 32-летним стажем продолжает свои выпады. Ну кто он такой? Он временщик, у него 4 года. И это, конечно, не о Зеленском, а о Трампе, который в январе организовал Николасу Мадуро путешествие в США, а теперь ждет в Вашингтоне и самого Лукашенко. Как думаете, что это, храбрость или все-таки безумие?
Последние заявления Трампа внесли разлад не только в ряды иранского режима. В недоумении и ближайший союзник, команда Биньямина Нетаньяху, узнала о заявлении Дональда Трампа из СМИ и была застигнута врасплох. Речь о словах Трампа, что он запретил Израилю наносить удары по Ливану и сам разберется с Хезболлой. По данным Axios, в Израиле сразу запросили разъяснение. Там указали, такие слова противоречат условиям перемирия, согласованным с Ливаном. По официальной версии запрета нет, есть лишь ограничения на наступательные операции. Представитель Белого дома пояснил изданию: Израиль может бить в ответ, но если считает угрозу реальной. То есть никакого полного запрета нет, но путаница уже показала, насколько хрупкое это перемирие. Дональд Трамп поручил Пентагону раскрыть документы об НЛО. Задачу получил министр войны Пит Хексет. Власти обещают обнародовать материалы, которые годами держали в секрете. Мы обнаружили много очень интересных документов, должен сказать. И первые публикации начнутся скоро, очень скоро. Поэтому вы сможете проверить, является ли это явление правдивым. Но еще более интересен фон, на котором сделано это заявление. Как раз накануне Fox News обратил внимание на череду загадочных событий. По данным телеканала, с 2023 года в США погибли или пропали как минимум 8 ученых. Многие работали с космическими и ядерными проектами. Некоторые имели доступ к секретным данным, включая темы, связанные с неопознанными летающими объектами. Какое важное и унизительное для Кремля мероприятие назначено на 9 мая? Как Китай помогает Ирану и какой ответ готовит Вашингтон? Что еще хотят запретить российским женщинам и до каких масштабов Москва планирует нарастить удары по Украине к лету? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.